Мингараев Фанис Раисович, должность я в фонде являюсь преподавателем и также при мечети работаю имамом. И плюс преподаю в колонии. Наш реабилитационный центр в фонде Ярдам, который расположен при мечети Ярдам, берет свое начало, начиная с 2000-х годов. И мы обучаем в нашем центре на сегодняшний день незрячих людей, слабозрячих людей, людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, глухонемых людей. И также занимаемся с категорией, которые люди не видят, не слышат, не разговаривают. Обучаем и реабилитации, обучаем и компьютерной грамотности, и системе Брайля. А также люди полностью получают возможность жить, сами вести самостоятельную жизнь. У нас оплачивается и дорога по конца, и проживание, и питание, обучение. То есть безвозмездно обучаются наши реабилитанты у нас. И обучаем мы системе Брайля. Если конкретно подойти к системе Брайля, во-первых, чуть расскажу историю. Берет начало эта система с 18 века. В 18 веке жил человек по имени Луи. Когда он был в мастерской отца, в 3-летнем возрасте повредил ножом один глаз. И второй глаз тоже был воспален, и было зрение полностью потеряно. И когда произошла полная потеря зрения, родители стали думать, как же обучить ребенка грамоте. И отыскали школу, которая называлась Королевская школа. Суть этой школы как раз таки то, что люди богатых, либо знаменитых людей, только дети могли обучиться там. И этот ребенок тоже получает возможность обучиться. И как раз таки они обучаются на тактильной основе, что буквы они лепили из пластилина, из гипса. Но эта система стала ему трудной, опираясь на эту систему, он изобрел свою методику. Его методику вначале перенимает Германия и Франция, а уже в середине 19 века она становится мировой системой. А мы на сегодняшний день вначале обучаем на этом макете системы Брайля. Это уникальная система, которая изобретена директором нашего фонда Малика Равкатовной Гельмадиновой. В чем уникальность этой системы? Во-первых, моторика рук развивается, потому что жизнь незрячего человека – это руки. Во-вторых, этот шарик на магните, если примерно он откатился, то по звуку человек слышит, куда же откатился шарик. И в-третьих, это развивает эхолокацию, потому что я вот тоже сам, будучи незрячим человеком, передвигаюсь благодаря эхолокации. А уже к самой системе, если прийти, то вот, к примеру, если, скажем, оставить одну первую точку, это будет буква А. Вторая точка – это буква Б. К примеру, буква Б будет выглядеть вот так. И вот среди 6 точек можно написать любую букву и прочитать любую букву. И уже после переходим к основной системе. Вот, к примеру, если для примера взять, вот эта брошюрка, книжка маленькая, а уже по системе Брайля она будет выглядеть вот такого формата. И вот, например, открываем любую страницу и уже выпуклыми точками можем прочитать всю книгу. И также, кто интересуется, кому необходимо, мы обучаем арабский шрифт. И уже человек получает возможность читать Коран. А Кораны вот здесь у нас в стенде представлено. Это 6 книг, это один том зрячего Корана. Если у зрячего человека это одна книга, то у нас 6 книг, это один Коран. А Коран раньше привозили из Саудовской Аравии, из Турции, а сейчас по всей России в нашем фонде только печатаются эти Кораны, и уже безвозмездно дарятся нашим реабилитантам эти Кораны. А пользуются популярностью? Конечно, потому что люди остаются в очень сложном положении. Если историю одного человека привести примером, то приехал к нам человек, который говорит, в жизни было у меня все. Бизнес, дети, жена, недвижимость. Еду, говорит, в машине, лобовое столкновение. И осколками стекла он теряет оба глаза. И после потери зрения близкий человек вроде бы в кавычках ему помогает, то, что поет спиртным. А потом дает бумагу, говорит, подпись поставь. Он ставит подпись, то, что нажил, уходит жене, дети забывают, оставляют ему маленькую семейку комнатушки. Говорит, был вынужден сидеть 7 лет без вылаза. Если, говорит, соседи не заносили кушать, у меня по 5 дней еды, говорит, не было.
И он рассказывает то, что уже вкус мяса стал забывать. И вот узнают соседи о нашем центре, отправляют его к нам. И вот шаг за шагом человек заново стал жить и даже создал свою семью. А таких историй немало. Каждый курс – это новая отдельная история. К сожалению, вот такие люди остаются в тени, люди не знают, и как правильно помочь, не знают. Либо излишне помогать таким людям, либо на произвол судьбы. А наш центр учит жить и вести жизнь самостоятельно. Может быть, у вас есть какие-то еще проекты, которые вы сейчас готовите, а планируете запустить? Ну и, можно сказать, о запущенных проектах начали. Как я уже сказал, занимаемся не только незрячими людьми, также работа ведется и с людьми с нарушением опорно-двигательного аппарата, глухонемыми людьми, людьми, которые не слышат и не разговаривают, не видят. А также у нас вот сейчас недавно открылся функциональный спортивный комплекс, который он адаптирован и для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, и для незрячих людей. И также там занимаются полноценные люди, а их взнос, их оплата идет на реабилитацию, на адаптацию и на занятия спортом людей с каким-то нарушением. И у нас также занимается на сегодняшний день паралимпийцы. И проводятся конкурсы. Да, у нас еще один проект. Это мы помогаем людям, которые находятся в заключении. Как раз таки с ними ведем работу, преподаем, пятничные намазы проводим. И стараемся им помочь, а также работаем с их семьями. Ну и после освобождения людям помогаем реабилитироваться. А как реабилитация? Реабилитация, во-первых, помогаем одеждой, стараемся найти работу, помочь их семьям. И с ними ведем общение. Порой ведь человеку хватает одного общения, чтобы найти себя. Спасибо. Ну и также можете другие проекты тоже зафиксировать и сказать. Также ведется работа у нас с детьми. У нас есть дом семейный очаг. Там на сегодняшний день 12 детей. Планируется еще взять 6 детей из Луганска на сегодняшний день, которые являются глухонемыми и остались в сложном положении. Вот для них созданы колоссальные условия, домашняя атмосфера, и они уже к нам поступают на пожизненное обеспечение. То есть и работы будут обеспечиваться, и семьи будут наладиться, они находят свою семью. И для них созданы колоссальные условия. Также у нас есть пансионат для мальчиков в селе Барбаш, это Балтазинский район. Ребята там проживают, днем они обучаются в общеобразовательной школе, а вечером уже не попросту проводят время, а обучаются и религиозным наукам, кому интерес необходимо, и также обучаются труду. Спасибо большое. Здесь Гарахмат.